В рамках первого медицинского форума, впервые проходившего в Абхазии, в республику приехали российские хирурги для проведения операции по замене коленного сустава. Пациентку 57 лет отобрали медики республиканской больницы. Операция ей была показана в связи с трудностями передвижения и постоянными болями. Произвели замену сустава хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин. Хочу сказать, что были, в общем-то, скорее приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что все-таки, не надо скрывать, это достаточно редкая операция для местного населения и для местного медперсонала. Однако все, начиная с заведующего отделения и включая там последнюю санитарку и операционная сестра, достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам и делали все так, чтобы мы не чувствовали себя вдали от своих возможностей дома. Первая операция проходила около 2 часов, вторая, аналогичная, немного дольше. Под постоянным контролем и поэтапным объяснением каждого своего движения российские медики раскрыли коленную чашку, удалили часть кости и подготовили место для имплантата. Надо отметить, что за исключением некоторых инструментов, хирургия республиканской больницы хорошо оснащена, подчеркивают российские специалисты. Спасибо большое, дорогих коллег, на гостеприимной абхазской земле за встречу нашу, за такой искренний интерес и, как уже сказал Антон Владимирович, за такую, скажем так, удивительную способность и подготовленность именно к этой операции, потому что чувствуется, что это было необходимо, что доктора ждали, готовились именно к проведению этой операции. И я надеюсь, в будущем это станет в этой больнице и вообще в Абхазии рутинной операции и будет выполняться на самом высочайшем уровне. Если для российских медиков операция по замене коленного сустава – это мероприятие рутинное и каждодневное, то для абхазских хирургов это событие. Несколько докторов страны присутствовали на операции и следили за техникой выполнения хирургического вмешательства. И это, безусловно, важно и нужно больше и чаще проводить подобные мастер-классы, отмечают абхазские хирурги. Это довольно востребованная операция. У нас в Абхазии очень много данной патологии, таких пациентов очень много. И сегодня мы непосредственно ознакомились с самой техникой этой операции. В общем, это очень важная и нужная вещь для нашей страны, для нашей республики, для наших граждан. Фактически наша республиканская больница, она по оснащению готова и подходит для проведения данных операций. Единственное, что необходимо, это обучить персонал в первую очередь и обеспечить данными имплантами. Пациентке вставили протез высокого класса фирмы Johnson & Johnson. Операция прошла успешно, что не может не радовать руководство медучреждения. Данное событие является прогрессивным. Для нас оно очень радостно. Сегодня произошедшее подчеркивает еще раз дружественный характер взаимоотношений между Российской Федерацией и Абхазией. Наши российские коллеги выразили готовность оказать нам помощь в любой ситуации на месте здесь, в Республике Абхазия, также в Российской Федерации. Они сегодня для меня, как для руководителя, это событие знаковое и очень важное, потому что мы в своей работе ориентируемся на введение новейших технологий в лечении наших пациентов. Останавливаться на достигнутом руководство Минздрава не спешит. В планах еще больше мастер-классов и выведение хирургической службы на качественно новый уровень. Об этом говорил министр Эдуард Будба, который приехал в больницу, чтобы выразить благодарность российским коллегам. Хочу поблагодарить Антона Владимировича Жаглина, руководителя Центра травматологии и ортопедии Федерального медико-биологического агентства, который приехал с города Москвы, провел здесь мастер-классы по замене коленных суставов. Наши коллеги посмотрели, как такого рода оперативное вмешательство впервые в Республике Абхазия проходит. Проведены 2 операции.
В дальнейшем мы планируем развивать это направление хирургическое. Также мы будем оперировать здесь, на территории республиканской больницы, сложные случаи тазобедренного сустава, сложные случаи коленного сустава. Также впервые, наверное, планируем говорить о том, что будет проведена замена плечевого сустава, эндопротезирование плечевого сустава в ближайшей перспективе. Хотел бы искренне поблагодарить всех наших российских коллег, которые приехали в Республику Абхазия. Оба пациента, которым заменили коленный сустав, чувствуют себя стабильно. В течение недели они будут отпущены домой. Так, благодаря вмешательству врачей, двое людей, практически забывших, каково это – ходить и жить без боли, совсем скоро вернутся к здоровой жизни.